Я фактически один из активных членов национального движения с 1987 года, которые боролись за реабилитацию, за воссоздание нынешней формы ингушской государственности республики. В 1992 году я находился дома летом. Тогда начали обострение, конечно, шло политики. Вы в пригородном, да, живете районе? Да, я живу в Майском живу. Вот. И, конечно, тогда, когда уже стал вопрос, особенно когда приняли закон о образовании Ингушской республики, действительно противники вот этого закона и закона о реабилитации, они действительно нагнетали очень сильно ситуацию в регионе. Мы понимаем, кто был заинтересован в этом вопросе, какая сторона. Ингуши, конечно, не были заинтересованы ни в каком обострении, потому что ингушам не надо было от всего этого дела. Да и возможности ингушей не было обострять. Никаких структур, никаких властных, прочего ингушей ничего не было. Была брошенная масса народа при развале Чечено-Ингушетии. Вот. И начали сначала прощупывать реакцию ингушей, устраивать провокации. Например, очень интересно, до сих пор нигде я не встречал, чтобы это упомянули подобные вещи, но я в это время находился дома. В 1992-1991 году я больше бывал в Грузии. Там у нас ребята учились, мы их курировали и так далее. А в это время я как раз находился здесь дома. Август 1992 года. И потом сентябрь. Начали у нас в поселке, мы Пригнарион, на границе с Надранским районом, устраивать какие-то провокации непонятного происхождения. В один из таких у нас в поселке Майский концерный завод, старый концерный завод, когда еще была Ингушская область построена, и там заводской гудок. Вот в начале 90-х, когда вот это раздрай, ни власти, ничего там, и тогда у нас в поселке было принято решение, если какая-то опасность, если какая-то чрезвычайная ситуация возникнет, если срочно надо оповестить народ, чтобы народ собрался, давали этот заводской гудок 3 раза. И люди знали, что что-то произошло, и моментально собирались в центре поселка, возле администрации поселка. И в один из таких вечеров, где-то около 9 часов, вовсю начал этот гудок греметь. И мы все, и женщины, и старики, все пришли там в центр, в администрацию. И молва о том, что это уже ночь, уже 10 часов, 11 часов ночи. Осетины напали на Южный, на Тарское. Чуть ли не, там идет война, бой, там чуть ли не убивают, режут всех ингушей и так далее, и так далее. Вперед, надо туда идти. Это еще несколько месяцев, август месяц, до начала тех событий. Все действительно мы в шоке. Все в шоке, все пытаются, оружия почти никого не было, палки, не палки, там женщины, ребята, там туда кидайтесь в машину, да, надо выехать на помощь, там, это и так далее, и так далее. Потом решили, договорились, давайте, мы не знаем действительно, что происходит, поручили главе администрации нашего поселка и участковому, это глава администрации ингуш, а участковый осетин парень, капитан. Их двоих отправили туда, чтобы объективно была информация, проверить действительно, что там происходит. Они потом возвращаются и абсолютно говорят, ничего там нету, люди спокойно спят у себя дома, никто ни на кого не нападает, они даже вообще не в курсе о том, что вот такая провокация пошла. Вот такие начали пробрасывать такие провокационные моменты, проверяя ингушей на реакцию, как они себя поведут, как я понял, анализируя всю эту ситуацию потом. И дальше уже ближе, больше стало обостряться, в конце октября, 31 октября. Я это увидел 31 октября, 8 часов утра. Я живу в Майском, рядом с Чельменским перекрестком. Ничего абсолютно не предполагалось, ингуши даже не думали, что такое вообще может произойти. Утром 7 часов, 6 часов, нет, утром 5 часов по селам начали гонцов посылать и через мечети выступать, объявлять о том, что
в приграничном районе осетинские формирования напали на ингушские дома, ингуши там людей убивают, вот, на помощь, надо туда пойти и прочие дела. Мы все в шоке, никто ни о чем не думал. Утром, например, я встал, утром вышел на улицу, вижу там в Чемерском перекрестке какая-то люди там суетятся. Соседки вышли, все, никто ничего не знает. А говорят, война началась в приграничном районе. Вот так вот первый раз мы это узнали. Ну, пошли мы на этот Чемерский перекресток. Кто как мог там, все оттуда. И начали приезжать уже напуганные люди с разных населенных пунктов Ингушетии, потому что все же родственники живут там. Проведать свои родственники, узнать, что происходит на самом деле. Вот. И мы тоже пошли на этот перекресток, а там вот, паника, суета, там действительно на той стороне слышала стрельба и прочие дела. Оказывается, в 11 часов ночи с 30 на 31 октября первые вот это обстрелы ингушских домов, селения Ир, Камбелеевка со стороны осетинских вооруженных формирований. Сначала вот первые жертвы пошли, вот это первая вот эта самая волна вот этих обстрелов, потом это прекратилось. Люди уже как бы думали, что действительно уже это прекратится. А потом в 3 часа ночи, как начался обстрел вооруженных формирований ингушей в уже селении Дачном. И это больше не остановилось. Вот, и дальше это пошло. А мы-то вообще не в курсе. Мы там стояли на перекрестке, там целые толпы стояли наши людей. И нам говорят, идите, никакого оружия, ничего не надо, палки, все туда. Лишь бы масса была, чтобы люди потом перестали друг друга стрелять. Мы так подумали, действительно, и хлынули туда, в Чермен, а потом видим, что это более чем серьезно. Мы обратно вернулись на перекресток, и дальше уже там находились на перекрестке, помогали тем, кто раненых привозили, там убитых, которые привозили оттуда. Я твердо знаю, что где-то до 3 числа, ну, первые пару дней, 3 дня ингуши заложников не брали осетин. А ингушей брали. Уже молва оттуда шла, что ингуши берут заложники, уводят. Ингуши начали привозить заложников только уже на 3-4 день, когда уже своих людей там начали забирать. Вот. И первый труп убитого там парня мы видели на 2-й день, когда скорая привезла на перекресток, его положили на землю, и он там испустил дух. Это был первая жертва, которую мы увидели вот этого конфликта. Мы же даже и не верили, не предполагали, что вообще такое может быть, что государство такое отношение не допустит. Ингуши слепо верили федеральному центру, каждому ему слову, обещанию верили. Даже вот когда вот эти накануне, даже когда этот конфликт шел, ингуши говорили, это все ошибка, это сейчас прекратит Москва, это все прочее. Когда ввели внутренние войска, на 3-4 день. Мы уже там на перекрестке стоим, мы уже с облегчением уже думали, о, слава Богу, теперь ввели российские войска, теперь все прекратится, всех разъединят, и все уладится. А получилось все наоборот. Вот. Фактически ингуши предали, подставили. Ингуши оказались в кольце заговора. И фактически этот заговор продолжается до сих пор. А в последнее время даже упоминание уже чуть ли не экстремизм. Любое с ингушской стороны там шевеление, на той стороне сразу начинают кричать, орать и в прокуратуру писать и все прочие дела. Лишь бы ингушей как бы заставить замолчать. Но молчать не будем, конечно. И орать тоже не будем так, как сказать, истерично. Но и молчать тоже не будем, потому что, конечно, каждый говорит о своем праве и на жизнь, и на историю, и на культуру, и на наследие, и на будущее своих потомков. Так же ведь? Тем более мы-то фактически не покушаемся ни на что чужое. У нас своего ничего не оставили. Теперь и нас обвиняют в том, что мы какой-то экстремизм. Ну, извините меня. Если экстремизм требование соблюдать российское законодательство, конституцию, нормы, вот если тогда если это экстремизм, то действительно тогда мы экстремисты. Тут уже ничего не поделаешь. В любом случае, что было, то было. Да, хотим мы того, не хотим, что было, то было.
Но дальше разжигать вот эту вот наталистическую, вот эту вот деструктивную политику, надеясь, что все-таки и ингуши когда-нибудь устанут смиряться с тем, что с ними произошло, устроили и так далее, это же бесперспективно. Это любой дурак должен понимать. Даже если насильно, вопреки воле народа и так далее, если кто-то там что-то подпишет, там где-то что-то чем-то там тайно по указанию сверху, снизу, сбоку, не знаю, там за деньги, без денег, там кто-то там на что-то согласится, это все самообман. Вот. Это, даже если кто под давлением там, сверху, снизу, если даже какое-то решение будет принято вопреки и закону реабилитации, и воле народа, это не будет принято народом в любом случае. Это будет большая, еще больше мина заложена на будущее. А решить проблему возможно. Смогут ли ингуши, осетины зажить опять в согласии? Смогут. Даже после всего этого произошедшего люди общаются, и люди ездят, решают свои вопросы. Да, до сих пор есть политика сдерживания ингушей. Не позволяет там в Владикавказе, там закрыты населенные пункты, сюда приходить жить. Там заселили людей с Южной Осетии, которые потом уже позднее пришли в ингушские дома, и новые участки, и все прочее. Бог с ним. Пусть живут и те, и другие. Пусть живут. Никто же не говорит отселять кого-то куда-то, выбросить и не пускать. Надо права восстановить людей. Гражданские, конституционные, имущественные права, личные права, культурные права. А почему нельзя вернуть на исторически исконно название населенного? До сих пор почему на государственном уровне так называемые ученые издают, фальсифицируют даже вот недавнюю историю про те же населенные пункты ингушской пригорода и так далее, и так далее. Кого? Ингушей обмануть не получится. Более кого там, российского какого-то обывателя обмануть вот этими писульками. Пропаганда это. Ну, может быть, но для российского обывателя и так это далекое все. Это фактически обманывает свое будущее подрастающее поколение. Губят это поколение. Внедряют им в сознание мысли ложь, внедряя ложь в отношениях соседей, они фактически закладывают бомбу еще на будущее. Но это давно пора прекратить. Почему профессора, ученые с большими именами до сих пор фашистскую пропаганду ведут, идеологию ведут, и никто их не останавливает? Почему до сих пор пересдаются, даже после того, как суд осудил, даже школьный учебник, издается школьный учебник истории, учебник для студентов, где пишется, что ингуши агрессоры, ингуши бандиты, напали на мирно спящую Осетию и прочее. Зачем их сейчас писать? Кого воспитывать на этой ненависти? И пересдаются эти книги повторно. Даже после решения суда. Пару слов заменят, пересдают. Ничего себе. И никакая прокуратура это не видит. Обращались мы в прокуратуре, ответы бывали, что прокуратура не обнаружила ничего такого самого. А если ингуш там что-то в какой-то книге тоже не сказал, прокуратура озабочивается, она находит там экстремизм и прочие дела, и главное, чтобы это запретить. Вот такая двойные стандарты, вот такая политика деструктивная. Вот. А решение, я еще раз повторяю, решение, компромиссное решение, и сейчас эта проблема возможна. И осетины с ингушами могут жить спокойно, ужиться и так далее, и так далее. Но на равных правах. В одной республике граждане России одинаковые права, одинаковые возможности. А все остальное, вот эти наследия вот этого трагического прошлого, там, из 1944 года и 1992 года, это все потом уже вполне при желании власти, при воле политической власти, это возможно решить.